Вы смотрите итоговый выпуск новостей в студии Валерия Наумова. Здравствуйте. Прямо сейчас о самых значимых событиях уходящего дня вы узнаете из материалов наших корреспондентов. И вначале коротко о темах. Открытие автозимников. Управдор республики разрешил движение транспорта на некоторых участках. Расскажем об этом подробнее. Депутаты Илтумен направят поправки в проект закона о местном самоуправлении. Наш корреспондент подробно разобралась в этом вопросе. Хорошее знание своего дела – основное качество хирургической медсестры. Свой профессиональный праздник отмечают хозяйки операционного зала. Трудоустроить молодежь по рабочим специальностям. В 3 районах республики реализует проект передвижного обучения. 15 февраля в России вспоминают воинов-интернационалистов, исполнивших служебный долг за пределами Отечества. Павших героев вспоминали сегодня по всей республике. Приказами Управдор республики разрешено движение транспорта с общим весом до 30 тонн по автозимнику на участках села Харма до села Ярославский и села Первомайский до поселка Пеледуй, где толщина льда составила 77 сантиметров. Ограничение до 20 тонн установлено на участке села Ярославский до села Первомайский с минимальной толщиной льда 48 сантиметров. На участке город Алекминск, город Ленск общий вес транспорта не должен превышать 30 тонн, исходя из минимальной толщины льда 80 сантиметров. Пожарная обстановка в республике остается напряженной. С начала года зарегистрировано 256 пожаров, погибло 14 человек. Как показывает анализ прошлого года, основными причинами возникновения пожаров являются нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, неосторожность при курении, а также несоблюдение правил устройства и эксплуатации печей. С 2020 года в Якутии действует комплексный план по обеспечению пожарной безопасности в жилом секторе и социальных объектах, в рамках которого с бюджета республики выделяется более 6 миллионов рублей. В качестве основного направления плана выступает установка автономных дымовых пожарных извещателей гражданам из социально незащищенных слоев населения. Властями республики даны дополнительные поручения по усилению пожарно-профилактических мероприятий. На примере того пожара, который у нас произошло 13 февраля в Сунтарском районе, где, к сожалению, погибла семья, мы понимаем, что люди строят большие здания, да, которые у нас не подконтрольны ни управлению стройжилнадзора, ни иным структурам. И здесь, используя, скажем, современные материалы, порой мы пренебрегаем вот такими вот, скажем, приборами автономными, пожарными извещателями, АДПИ называется. Оно стоит на самом деле недорого, да, в пределах 500 рублей. Были проведены и усилены мероприятия по пожарной профилактике, по безопасности. И, конечно, мы будем это мониторить, следить, чтобы у нас таких ситуаций не возникало. Председатель постоянного комитета Госсобрания по селу и аграрной политике Андрей Находкин сообщил, что основные положения подготовленного Илтуменом законопроекта по проблеме безнадзорных собак учтены рабочей группой Государственной Думы. В текст проекта также включена основная поправка якутских парламентариев в части расширения полномочий органов государственной власти субъектов в области ответственного обращения с домашними и безнадзорными животными. Народный депутат Якутии в своем выступлении подчеркнул, что целью законопроекта в первую очередь должно быть недопущение угрозы жизни и здоровью граждан животными без владельцев. Срочной надобности в рассмотрении данного вопроса, нашего законопроекта сегодня на пленарном заседании уже нет, отпадает. Но я полагаю, вот меня правильно поймут, что в связи со снятием данного вопроса сегодня работа не останавливается. Мы дальше будем отстаивать интересы республики в данном вопросе именно в рамках работы данной рабочей комиссии. 9 поправок в проект закона о местном самоуправлении направят депутаты Госсобрания Илтумен в Нижнюю палату парламента. На внеочередной сессии рассмотрели самые важные вопросы, связанные с принятием новой одноуровневой системы власти. На заседании в том числе шла речь и о Конституции республики. Обо всем по порядку. Далее в сюжете.
Закон, который вызвал множество обсуждений о местном самоуправлении в системе публичной власти, должен работать на благо всех жителей. Больше 200 предложений поступило от депутатов, общественности за время рассмотрения его концепции. В Илтумени даже создали рабочую группу, которая тщательно прорабатывала все поправки. Сегодня на внеочередной сессии Госсобрания выделили 9 основных. Их и направят в Госдуму. У нас есть информация, что уже в половине марта текущего года Государственная Дума его будет принимать во втором чтении. Следовательно, мы в первом квартале будем уже иметь данный федеральный закон. Он предполагает достаточно большой объем полномочий передать субъектам Российской Федерации. Мы будем принимать у себя в Республике Саха-Якутия затем этот закон. Но, тем не менее, сегодня мы свои замечания направили 9 поправок, которые касаются в основном интересов такого огромного субъекта, как наша республика. В проекте закона отражены более четкое разграничение полномочий государственной власти и местного самоуправления. Расширена возможность субъектов, усиливается ответственность глав муниципалитетов. Кроме того, на заседании рассмотрели вопрос соответствия Конституции. Он длился без малого 20 лет. И главным его пунктом является территориальная целостность субъекта. Оставались ряд вопросов спорных, по которым этот спор шел достаточно долго. И этот вопрос периодически возникал. Он обсуждался, рассматривался, вплоть до уровня Верховного Совета. И вот в прошлом году наступил такой определенный сложный период, когда надо было определяться. Либо вносить изменения, либо, значит, четко дать толкование. Илтумен подготовил официальное толкование главного закона республики. На него прокуратура дала положительное заключение. Мадина Халикова, Артем Алексеев, Якутск. Перейдем к эпидобстановке. В республике отмечается снижение количества заболевших коронавирусом. На 15 февраля выявлено 1066 новых случаев коронавирусной инфекции. Из них 476 в Якутске. 151 заболевшие в Алданском районе, 83 случая в Намском. Еще в 20 районах Якутии выявлено от 2 до 65 новых случаев заболевания COVID-19. Между тем, в течение 3 недель в Алекминском районе идет рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Большая часть проходит амбулаторное лечение. Подробности далее. Третью неделю в Алекминском районе отмечается рост заболеваемости ОРВИ и ковид. 418 человек, среди которых 313 взрослых и 105 детей. На амбулаторном лечении находится 298 взрослых и 98 детей. Всего за 14 февраля у нас выявлено 46 новых случаев. На медицинском наблюдении находится 253 человека. Заболеваемость новой коронавирусной инфекции как бы выросла, да, это за счет того, что сейчас идет массовое тестирование, ИХ-тестирование. Если раньше мы диагноз ставили только на основании ПЦР-исследования, да, то сейчас уже массово всем делаем ИХ, и по результатам ИХ их регистрируем как новая коронавирусная инфекция. И это связано с изменениями в приказах, санитарных правилах. Количество вызовов остается на стабильном уровне. На 14 февраля это 105 вызовов. 69 – это по поводу ОРВИ и новой коронавирусной инфекции, 45 взрослых и 24 детских вызовов. В кабинет неотложной помощи обратились 9 детей и 39 взрослых. У нас также ведется аудиоконсультирование по телефону. Консультацию дает врач-терапевт Бельчусова Любовь Иннокентьевна. Можно ей позвонить. В стационаре получают лечение 24 пациента, из них 7 детей. В Алекминске функционируют 2 ковид-госпиталя – детский и взрослый. У нас по всему району, да, вот регистрация пошла. И вот детей, они в основном это отправляют сельские. Двое городских, ну сельские тоже, там 2 грудничков, 3 месяцев, 11 месяцев. Ну в основном сельские отправляют, потому что боятся. Для образовательных учреждений в Алекминском районе продлен карантин по 21 февраля. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск.
Глава Якутии потребовал обеспечить ввод республиканского кардиодиспансера в заявленные сроки. Для своевременного и качественного завершения работ по строительству республиканского кардиологического диспансера требуется мобилизация усилий всех ответственных структур. Правительству республики поручено перейти на режим ежедневного контроля за ходом строительно-монтажных и пусконаладочных работ, а также за прохождением итоговой проверки органом государственного строительного надзора. На сегодняшний день строительная готовность объекта составляет 97%, а с учетом монтажа и установки медицинского оборудования 88%. На объекте параллельно ведутся работы по устранению замечаний органов государственного строительного надзора. Итоговая проверка пройдет 22 февраля. Полноценная хозяйка операционного зала, правая рука хирурга или просто медицинские феи. Все эти слова адресованы хирургическим сестрам, так как они отвечают за весь сложный процесс не меньше самих врачей. А сегодня хирургические медсестры отмечают свой профессиональный праздник. Сейчас в Национальном медицинском центре имеется 3 операционных отделения, где за год проводят 12 тысяч операций. В нем работает 69 операционных медсестер. Среди них Виктория Герасимова. В ее обязанности входят не только стерильная подготовка операционного зала, но и прямая помощь врачам. Как говорит опытная медсестра, некоторые сложные операции длятся до 4-8 часов. Поэтому основными качествами должны быть терпение, хорошее знание своего дела и профессионализм. Профессия очень сложная, но я всегда мечтала быть операционной сестрой с детства. И сложная профессия. Всегда надо следить за исходом операции, все контролировать, стерильность, асептику, антисептику надо соблюдать. Операция длится по-разному, от 1,5 часа до вечера может быть продлиться. За год бывает от 2500 до 3000. Операций я стояла в этом году около 200. Учет граждан, нуждающихся в социальной помощи, планируют вести через единую государственную информационную систему социального обеспечения. Сейчас уровень доходов граждан, а также количество россиян, находящихся за чертой бедности, определяются на основе выборочных статистических наблюдений Росстата. Доходы и имущественное положение учитываются в статистике на основании неподтвержденной информации, которая записывается со слов граждан и может использоваться только для косвенного анализа влияния мер поддержки на уровень бедности. В правительстве полагают, что после внесения изменений в законодательство социальная помощь станет более адресной. Проект передвижного обучения рабочим специальностям охватит 3 района Якутии. Проект «Пуск» реализуется в Горном, Амгинском и Усть-Алданском районах. Так, проектом предусмотрено обучение нетрудоустроенной молодежи по направлениям бетонщик, маляр и сварщик. В текущем году проект стал победителем гранта главы республики, поэтому обучение для слушателей будет бесплатным. Всего предусмотрено 100 учебных квот. Обучение теоретической части будет проходить в дистанционном формате. Практическая часть будет проходить непосредственно на площадках предприятий, в которых в дальнейшем обучающиеся будут иметь возможность трудоустроиться. Начиная с текущего месяца в Горном, Амгинском и Усть-Алданском районах пройдут ярмарки рабочих специальностей, на которых будут отобраны кандидаты на дальнейшее обучение по данному проекту. Требований к образованию нет. Срок обучения будет в соответствии с лицензией. Теоретическую часть они будут проходить дистанционно, а практику непосредственно на рабочих местах. Допустим, вот в Горном Улусе на сегодняшний день 3 работодателя изъявили желание организовать площадку для практики. После практики те претенденты, курсанты, которые хорошо себя зарекомендуют, они будут трудоустроены. Конечно, изначально цель трудоустроить, но для этого гражданин тоже должен себя хорошо проявить. Но наша цель, конечно, 100% их трудоустроить. В Амгинском районе ведутся работы по завозу каменного угля с угольного разреза Харбалах. Годовой план по завозу угля составляет 72 тысячи тонн. В период навигации в район было доставлено только 14 тысяч вместо запланированных 30 тысяч соответственно. Еще с ноября прошлого года началась перевозка угля со станции Нижний Бестях, где по реке Лени был завезен уголь поселка Сангар. Также по сей день осуществляется перевозка угля наземным транспортом с угольного разреза Харбалах. С него до апреля этого года будет доставлено 43 тысячи тонн угля.
Запланировано на 22 год 43 тысячи тонн. Ну, сейчас в данное время завезли 29 тысяч тонн с Карбаласского разреза. Ну, качество угля, не сказать бы, очень плохое. Но мне нормально. По тех условиях совпадает. Якутия будет оставаться одним из главных регионов, обеспечивающих прирост добычи нефти и газа в России. Имеются значительные объемы перспективных и прогнозных ресурсов, а также хорошие возможности для новых открытий. Так, в Усьмайском районе проводятся сейсморазведочные работы по поиску углеводородного сырья. Усьмайский район является не только золотодобывающим, но и перспективным в плане добычи нефти и газа. На нашей территории неоднократно проводились геологоразведочные работы по поиску углеводородов, и это не случайно. Нетрудно предположить, что в случае обнаружения запасов сырья наиболее короткий путь для транспортировки – это Порт-Аян, который граничит с Усьмайским районом, а это огромное преимущество для доставки. Не просто геофизики приходят на пустое место, есть, значит, к этому большие предпосылки. Поэтому наличие инфраструктуры при поиске, там, если мы говорим про углеводороды, то это в любом случае создается инфраструктура. Это труба, это дорога, это ЛЭП, ну и дальнейшая транспортировка. Ну, нетрудно предположить, что у вас наиболее ближайший удобный пункт транспортировки – это, наверное, все-таки Порт-Аян. Поэтому с осени 2021 года в Усьмайском районе работает партия геофизики, которая занимается поиском углеводородного сырья. Основная база развернута в поселке Усьмая. Начали работу в ноябре месяце. Сначала пошла лесопорубочные работы, затем сейсморазведочные. Работаем мы импульсниками. Это электромагнитный импульс на земли направленный. Это экологический вид работ. Мы не нарушаем ничего, не взрываем, не подрываем, ничего не бурим. Метод выбран наиболее щадящий для экологии и производства. Это импульсные источники. Он предусматривает задачу направления рубки профилей и по ним уже отработка. Радует то, что промышленные производственные предприятия обратили внимание на наш район, и, соответственно, у нас появляется надежда в том, что район будет развиваться. Администрация района ставит задачу перед всеми входящими предприятиями, чтобы на работу брали людей, имеющих определенные специальности из местного населения. У нас очень хорошо привлеклись к работе это жители Ижанцев. На сегодняшний день это, наверное, большая часть населения, которое мы привлекли, это с Ижанцев. Я бы сказал, довольно качественный персонал в плане того, что грамотные молодые ребята, легко обучаемые. Сейчас начальники сейсмоотрядов проводят с ними дополнительное обучение, потому что это смотка-размотка сейсмического оборудования, как это правильно разложить геофоны, косы, собирать, налаживать, учатся. Налоги от проводимых работ остаются здесь, на территории района. Развитие промышленного производства несет только плюсы, повысит уровень жизни населения и позволит развиваться району во всех направлениях. Юрий Таюрский, Тимур Канаев, поселок Усьмая. Сегодня в России вспоминают воинов-интернационалистов, исполнивших служебный долг за пределами Отечества. 15 февраля 1989 года, спустя 10 лет после начала боевых действий, Советский Союз вывел свои войска из Афганистана. Павших героев вспоминали и в столице нашей республики. К мемориалу воинов-афганцев возложили цветы в память о погибших. Участие приняли ветераны боевых действий, а также кадеты и молодежь. Актуально вспоминать те подвиги наших ветеранов, всех войн. А сегодня, 33-я годовщина вывода войск Советского Союза, особенно важно вспоминать тех ребят, которые не вернулись из тех войн. И главное, помнить тех ребят, которые сейчас живы. Они ведь прошли огонь и воду и вышли оттуда живыми. Они все герои. И надо, чтобы власть о них сейчас больше думала, заботилась. Это действительно ветераны. Из Алданского района в горячей точке Афгана уходили сотни ребят. Дань уважения воинам-интернационалистам воздали студенты и преподаватели Алданского политехникума и бойцы отряда юнармии. Почти в память павших минутой молчания современники возложили живые цветы к мемориальным табличкам, установленным на фасаде учебного корпуса. Бывшие студенты политехникума проходили службу в должностях разведчиков-снайперов. Так Андрей Мельников погиб в 1985 году в Республике Афганистан.
Игорь Зайцев выполнял боевые задачи на Северном Кавказе. Героизм и самоотверженность наших воинов не забыты. Это весомая дата и для тех, кто учится сегодня, тот, кто растет и выходит в жизнь, потому что прежде всего это показатель, что мы защищаем свое Отечество не только на территории своего государства, но также за его пределами. Все ребята, которые не вернулись, они останутся в нашей памяти. Самое главное, само пребывание наших войск в Афганистане, это тоже будет в нашей памяти. День вывода войск из Афганистана отметили нерюнгринские воины-интернационалисты. Ветераны войны в Афганистане, а также других локальных войн почтили память солдат и офицеров, отдавших жизни, защищая интересы своей страны. 15 февраля 1989 года считается датой, когда последняя колонна советских войск покинула территорию Афганистана. Но в реальности последними вышли пограничники и воины спецназа, прикрывавшие пограничную зону до 200 километров от советской границы. Одним из тех пограничников был нерюнгринец Артур Яковлев. Это было вызвано тем, что наши подразделения, охранявшие государственную границу, не могли справиться с теми действиями, которые проводились бандформированиями на территории республики. И выходили, соответственно, были случаи нападений на заставы, на кишлаки, на гражданских лиц. Поэтому было принято решение о вводе наших подразделений в Афганистан, и мы приняли под охрану кусок государственной границы только с той стороны. Участники общественной организации ветеранов «Боевое братство» в этот день традиционно встречаются, чтобы вспомнить тех, с кем прошли этот нелегкий путь, почтить память тех, кого уже нет в живых, и возложить цветы к памятнику воинам-интернационалистам. В городском музее к этой дате организована выставка «Время выбрало нас», на которой представлены материалы о нерюнгринцах, участниках боевых действий в Афганистане и других воинах-интернационалистах, исполнявших свой долг за пределами границ своей родины. На этой выставке представлены самые разные предметы. Это и документы наградные, удостоверения, награды сами, какие-то памятные знаки, печатные материалы о событиях этой войны, вещи, как одежда, допустим, одежда как наших воинов, участников этих конфликтов, так и одежда, интересно, афганского населения, женская и мужская одежда, бытовые какие-то предметы, которые использовались в этой войне. Сегодня эта дата стала символом патриотизма, верности присяге, служебному долгу и фронтовому братству солдат и офицеров, чьи судьбы связаны военными действиями. Ирина Кичигина, Вадим Барашков, Нерюнгри. А в Ленске сегодня прошел торжественный митинг в честь воинов-ленчан. Ежегодно это мероприятие проводит Союз ветеранов Афганистана Ленского района совместно с Центром досуга и народного творчества. В рамках митинга к памятнику воинам-интернационалистам возложили цветы общественной организации города, депутаты и студенты техникума. Анна Кожевникова побывала на месте событий. Почтить подвиг воинов-интернационалистов в этот день у памятного мемориала собрались руководство города, районные депутаты, ветераны, военный комиссар, студенты техникума и, конечно, участники боевых действий в Афганистане. Именно под руководством председателя Союза ветеранов Афганистана проходят подобные мероприятия в Ленске. Кроме этого, значит, проводятся ежегодные соревнования по стрельбам. Значит, мы участвуем в концерте, посвященном Дню защитника Отечества. Там вручаются награды всем афганцам, чеченцам. Всего служило в Афганистане 55 человек, 3 погибло. На сегодняшний день осталось порядка 20 человек здесь у нас. В этот день минутой молчания почтили память погибших воинов-ленчан. Традиционно участие в таких мероприятиях принимают студенты Ленского техникума и воспитанники военно-патриотического клуба «Витязи». Сегодня возложить цветы пришли первокурсники. Каждый год одна из групп здесь приходит. Раньше мы венок приносили, в этом году решили принести живые цветы, возложить памятник. Мы проведем мероприятие. Завтра отдельно у нас очередное занятие с показом фильмов об этих событиях. Расскажем. Мы в прошлый год встречались с представителями. Сергей Александрович у нас был там. В течение 2 часов мы с ними вели беседу, было интересно. Именно общение с ветеранами и такие погружения в военную историю страны – лучший патриотический урок для воспитания подрастающего поколения достойным продолжением своих предков. Это для нас память, честь, уважение к каждому
кто принимал участие в таких действиях. Мы чтим эту память. Как вы считаете, подрастающее поколение должно знать о подвигах своих предков? Конечно, иначе-то никак. Они не будут уважать своих предков тогда, если не будут знать, через что они прошли, для того, чтобы их жизнь была такой комфортной. На этом мероприятия в честь празднования Дня воинов-интернационалистов не заканчиваются. Будут еще встречи участников боевых действий со школьниками, студентами и другие акции. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. На этом наш выпуск завершен, но наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий. Всего доброго и до свидания.